بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, уважаемые братья и сестры. Мы продолжаем уроки по толкованию Корана. И мы дошли до аятов суры Аль-Бахара, где говорится о положении лицемеров. В предыдущих уроках также мы говорили про них. Аллах Субхану подробно в этих аятах, буквально в 13 аятах, описывает положение лицемеров, мунафиков, неверующих, которые своими устами говорят то, что они являются верующими, но в сердце они хранят неверие. Поэтому, иншаллах, для чего нам это все приводится? Для того, чтобы мы, истинно верующие, буквально лишили себя таких качеств, качеств лицемерия, в убеждении и в поступках тоже. Сегодняшний аят, это 19 аят, сура Аль-Бахара. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. صدق الله العظيم. В предыдущем аяте Аллах Субхану для сравнения, чтобы нам было ясно, понятно, Он привел положение лицемеров, привел пример. Кому они подобны? И здесь также идет подобие лицемеров в этом аяте. Или же они, лицемеры, похожи на людей, над которыми оказалась дождевая туча в небе. В ней мрак, гром и молния. Они затыкают пальцем уши в страхе от ударов грома, опасаясь смерти. Но Аллах знамением объемлет неверующих. И эти лицемеры подобны в своих сомнениях людям, которых настигла буря, тучи закрыли небеса, и люди перестали видеть дорогу под своими ногами. А небеса засверкали молниями и загрохотали внушающим им ужас и трепет громом. И эти облака, наполненные громом и молниями, набрасываются на них, на лицемеров, готовы растерзать их, вынуждая их затыкать уши от смертельного ужаса. И все они находятся под властью могущественного Аллаха Субхану и под волей Всевышнего Аллаха. И никто не сможет скрыть от Аллаха и уйти, скрыться от Аллаха и уйти от сурового наказания в судный день. Всевышний Аллах Субхану сравнил призыв посланника Аллаха с дождем, потому что дождь приносит воду, источник жизни всего живого на земле. Подобно этому посланник Аллаха принес религию, живительный источник для людских сердец. Но они отвернулись от него, затыкая буквально свои уши, закрывая глаза, уважаемые. В следующем аяте говорится также продолжение. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Молния готова отнять у них зрение, у лицемеров. Как только она осветит для них путь, они идут при ней, при свете молнии. А когда над ними опускается мрак, они останавливаются. И если бы пожелал Аллах, то лишил бы их слуха и зрения. Поистине Аллах способен на все. В этом аяте сказано, молния готова отнять у них зрение. Буквально, да? У этих лицемеров. Из-за ее яркости и слабости зрения этих людей, не способного смотреть на нее, так и их слабые сердца лицемеров, полностью сгнившие в пороке, страстях, не могут принять очистительный свет веры. И также в аяте сказано, как только она осветит для них путь, они идут при ней, при свете молнии. Когда у них появляется чуть-чуть веры, они принимают ее и начинают действовать согласно ей. Но затем их сомнения, малодушие, трусость, порочность окутывают их тьмой, и они вновь погружаются в пучину неверия и лицемерия. Также в аяте сказано, а когда над ними опускается мрак, они останавливаются. Когда мрак, невежество и неверие вновь берет верх над ними, лицемерами, то путеводный свет веры гасит в их сердцах буквально, и неверие вновь берет верх над их сердцами.
Также в аяте сказано: если бы пожелал Аллах, то лишил бы их слуха и зрения, лицемеров. Если бы Аллах захотел, то усилил бы раскаты грома и сияние молнии настолько, что они лишили бы этих людей слуха и зрения. В этих аятах Аллах Субхану говорит о лицемерах и описал их 10 омерзительными качествами, уважаемые братья. Первое — это лживость. Второе — обман. Третье — коварство. Глупость, склонность к издевательству, распространение нечестия на земле, невежество, заблуждение, сомнение, насмешки над верующими. Пускай Аллах Субхану убережет и защитит нас от этих качеств. То есть 10 этих качеств, уважаемые братья, не должны быть у истинного верующего. Никогда истинный верующий не подобает издеваться над знамениями аятами. Увы, сегодня люди часто бывает то, что они, услышав какое-то веление Аллаха Субхану, они буквально издеваются. Ой, как это может быть, как буквально, да? Аллах Субхану сказал то, что в этих аятах, то, что издеваются над знамением Аллаха Субхану лишь лицемеры. Мы не должны уподобляться лицемерам. Это качество не должно быть у нас, уважаемые братья. И лживость часто, как сказал посланник Аллаха, ан-наджату фи сидқи, то, что то есть преуспеяние буквально в правдивости. То есть, когда человек правдив, он преуспеет во всем. А когда человек лживый, часто лжет, и вся его жизнь построена на лжи, он уподобляется лицемерам. Их положение нехорошее. Поэтому в этих аятах Аллах Субхану описал 10 качеств лицемеров. Эти качества могут быть, как мы сказали, лицемерие она делится на 2. То есть первое — это выбеждение, вероубеждение. За это вечное наказание в джаханнаме. И второе — это в наших качествах обычных, либо в наших поступках. И в этих аятах мы не должны иметь буквально эти 10 качеств, чтобы не уподобляться лицемерам. Потому что в итоге Аллах Субхану может сделать так, что мы можем оказаться среди этих лицемеров, мунафиков. Слово нифак, нафак, да, арабское слово, уважаемые братья, оно также имеет значение, как буквально тушканчик, подобляется. Животное, тушканчик, она роет всегда несколько нор для себя. Она выходит с одного и выходит из другого. И как бы животное, которое охотится за ним, она не может за ним последовать, потому что она имеет несколько нор, очень много выходов из этих нор. И точно так же подобие лицемера, нифак, нафак, да? Как будто нора это слово. А он имеет несколько лиц. С одним лицом он здоровается с верующими, другое лицо имеет перед неверующими, а другое лицо перед другими людьми. И мы не должны подобляться таким лицемерам. То есть лживость, приходя к своей семье, мы имеем одно лицо, снаружи перед другими людьми имеем другое лицо. Это качество лицемеров. Мы должны, иншаллах, всегда бояться Всевышнего Аллаха Субхану. То есть богобоязнь должна быть у нас всегда. В одиночестве, даже когда никого нет, никто нас не видит, и когда мы находимся среди общества. Как сказано в хадисе, то, что есть признаки лицемеров, то, что этот человек, когда он говорит, он лжет. Если он обещает, он не исполняет свои обещания. Вот такие качества. И такие качества, как говорил Радлан и ученые, то, что когда человек находится в одиночестве, он перестает поклоняться Аллаху Субхану, он перестает совершать благие деяния. А когда он находится в обществе, среди людей, его деяния, его богобоязнь как бы увеличивается. Это качество лицемера. Поэтому мы не должны уподобляться таким качеством, а быть истинно верующим, где бы ни находились, потому что Аллах Субхану 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, и вообще каждую секунду Аллах Субхану нас видит, Он знает, алим бидат судур, знает сокровенное наших сердец, и от Него ничто не скрыто. Поэтому, как бы мы ни скрыли наше неверие, как бы мы ни скрыли какой-то грех, уважаемые братья, Аллах Субхану ведомо, Ему ведомо об этом всем. Поэтому нужно каяться перед Аллахом Субхану, истинно уверовать в Аллаха Субхану, истинно уверовать в Аллаха Субхану и лишить нас буквально всех качеств лицемера, уважаемые братья. Также коварство, обман, как мы сказали, глупость, склонность к издевательству – это все качество лицемеров. А распространение на земле нечестия – это тоже качество лицемеров. Нам не нужно
в жизнь брать такие качества, а стараться лишить себя всех этих качеств. Невежество и заблуждение, сомнение – это тоже качество лицемеров. Насмешки над верующими. Если вы истинно верующий, никогда не издевается, не насмехается над другим. Потому что, быть может, Аллах сделать так, то, что вы окажетесь на месте него. Поэтому посланник Аллаха в хадисе сказал, если вы увидели кого-то, кого Аллах испытывает чем-то, и вы скажете это дуа, Алхамдулиллах лади афани мимма бталяху бихи, ва фаддалани аля кафири мимман халака дафтиля. То есть, слава Аллаху Тааля, то, что Он спас меня от того, чем испытал этого своего раба, и возвысил меня над другими своими творениями. То есть восславление Аллаху Тааля, мы восславляем Аллаху Тааля, причислим то, что Он спас нас от этого неверия, нечестия, от этого испытания. Если мы говорим это дуа, то нас эта беда не коснется. Пускай Аллах Тааля, уважаемые братья, спасет нас всех от неверия, нечестия. Пускай Аллах Тааля в наших сердцах даст искренность в вере, в своих деяниях, чтобы мы постоянно, где бы ни находились, были богобоязненны. Такое чувство, то, что Аллах Тааля видит нас и слышит нас, постоянно не покидал нас до конца нашей жизни. На этом мы заканчиваем аяты про лицемерие. Иншаллах, будьте с нами и в последующих аятах, уважаемые братья, пускай Аллах Тааля принесет пользу посредством нас и посредством вас. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.